Привет! Меня зовут Алишер Ликбаев, я работаю на сайте chocotravel.com. Совместно с национальным авиаперевозчиком компании Air Astana раз в месяц мы берем случайных прохожих на улицах городов и отправляем их в неожиданное, но увлекательное путешествие. Нас часто ругают, почему мы ищем героев только на улицах Алматы. Объяснение этому очень простое. Ну вот прилетели мы в Астану, здесь минус 32 градуса мороза. А везти героя надо туда, где сегодня минус 35. Я не знаю, согласится ли кто-нибудь полететь сегодня с нами. Погуляли немного по левому берегу. Тут достаточно немноголюдно, все стараются передвигаться на машинах, потому что дико холодно. В один момент даже хотели зайти к владельцу вот этого коттеджа за нашей спиной, но логически рассудили, что он уже, скорее всего, был в Усть-Каменогорске. Поэтому поедем-ка мы на правый берег. Это проспект Республики. Отсюда начиналась Астана когда-то много-много лет назад. Здрасте. Есть 2 минуты? Ой, нету, спасибо. Вы же не знаете, что я вам скажу? Что вы хотите сказать? Как ваши дела? Плохо. В Усть-Каменогорске были когда-нибудь? Мне не приходилось. Полетели с нами сегодня? Я мне завтра на работу. Ну а что, вы отпроситесь? Зачем? Просто посмотрите город. Вы когда-нибудь были в Усть-Каменогорске? Конечно, была в студенческие годы. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас заняты. Сильно заняты? Сильно. Вот здесь в Астане летом можно брать велосипеды. Зимой снегоходы. Но, видимо, все уже арендовали. Мы из Алматы. А, вы из Алматы? Просто гуляете? Да. Нравится Астана? Конечно, нравится. В Усть-Каменогорске хотите полететь с нами? Нет. 1 минута. Чего вы боитесь-то? Я боюсь. Да чего вы убегаете от меня? Говорили, что в Астане установили теплые остановки. Так вот, это не она. Камеру уберите. Вы находитесь при исполнении, мы имеем право снимать вас. Ау. Вы находитесь при исполнении. Вы чем занимаетесь? Мы занимаемся съемками. Документы есть сейчас? У нас? Да. Конечно, есть. Я не знаю, пацаны, но кто-то нас сдал в полицию. Программа Тенгри Ньюс. Но, по крайней мере, были вежливы. Вы с кем-то волнуетесь? Жоқ была жоқ. Корпелик. Қазір уақыт жоқ айналайын, балам. Какие дела могут быть у пенсионера? Ну как, делов у меня много, внуки, эти. Завтра хоккей у нас. Хоккей? Да. А мы вам покажем настоящий хоккей. Торпеды ведь в Усть-Каменогорске есть. Не, наш барый случай работает. Звание самого отмороженного города переходит от Павлодара к Астане. Мы уже 4 часа ищем героя. Через 15 минут начнется регистрация на наш рейс. И боюсь, если мы не найдем героя за это время, мы пропустим наш рейс. Здрасте. Здравствуйте. Можно 2 минуты уделить нам? Сейчас девушке отдам, можно? Как вас зовут? Не, Абзал. Абзал, очень приятно. Мы видели, как вы катались с горки. Ну это моя любимая, такое, знаете, бывает, в детстве вспомнить. Ага. А в Усть-Каменогорске когда-нибудь были? Нет, не был. Если мы вам предложим через час улететь туда, полетите? Как полечу? Ну, мы просто вас отсюда забираем с горки и отвезем вас на горки, но уже в Усть-Каменогорске. Можно уже не сделаю? Звонок жене? Да. Вы из Павлодара? Точно? Да, Потому что у нас герой из Павлодара тоже звонил своей жене, отпрашивался. Чего вы все... Я вспомнил вас. Вы смотрели эту программу? Да. Полетели. Не надо отпрашиваться у жены, потому что будут говорить, что все павлодарские подкаблучники. Поехали. Один раз видел программу «Отрывки с Павлодара». Не поверил. Не думал, что со мной такое произойдет, да еще и в Астане. Желаю вам приятного полета в нашей авиакомпании. До завтра, пока, ребят. Доброе утро. Завтрак очень хороший, прям как в Турции. Я работаю в госучреждении. ГУ управление труда Павлодарской области. Сейчас я нахожусь в отпуске. Хорошая зимняя погода, морозная. Я такую погоду люблю. Это действующая мечеть, да? Да. Новая, да, какая-то? Вчера только с одним чемпионом беседовал. Илья Ильин встретились случайно. Вперед с вами. Счастливчик. Мне очень приятно, что вы посетили наш город. Я хочу вам подарить такой сувенир на память. Я хочу пожелать вам всего доброго, самого главного здоровья вам, вашей семье. Спасибо, вам удачи.
Будем за вас болеть на Олимпиаде. Спасибо. Один кувырок сразу голова закружил, честно говоря. А пробежка нормально. Обеих мы, во-первых, хотел познакомиться. Абзал. Ага. Очень мало. Ну, қазір жақсы. Аллаға шүкір, енді жат бәрі. Осы қазақ күресінен көрсетіп жатырмыз. Дзюдо күресінен де, самбо күресінен де көрсетеміз. Бірақ көбінесе қазақ күресінен. Лада Веста. Новая модель. Выпускается Азия Авто. Интересная модель. Все, люблю машины. Интересно. Попробовать стало. Сел за руль. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Согнуты только ноги в коленях, все остальное тело прямое. И вот здесь спокойно поехали, ближе вправо. Классно. Ноги болят. Классно, понравилось. Но без тренировки это дело. А так здорово, конечно. Сегодня последний день моего великолепного мини-путешествия в Восточно-Казахстанскую область. Прекрасный отель «Дедаман». Рекомендую. Прекрасная погода, прекрасные люди. Сегодня мы едем в эту деревню. Более 50 лет живу, никогда таких высоких берез не видел. Даже на моей исторической родине, в Омской области, деревья березы ниже, там мощнее, но ниже. Красота. Красивые березы. Вот здесь заполните расписку, кто на все согласен. Здесь я, конечно, не стал быть летчиком, но не до такой степени. Только дурак не боится ничего, если честно говорить. Готовюсь к полету. Как Гагарин. Поехали. Так, держаться можно, да? Можно, можно не делать. Офигительно. Охерительно. Я уже не полетел. Больше нет комментариев. После полета на параплане хочется согреться. Лимоном поливать, да? Конечно, обязательно. Наелся, все. Очень все вкусно было, хорошо. Очень было хорошо, очень увлекательно. Честно говоря, не ожидал, не думал, что так может быть. Все было классно, клево. Были моменты, конечно, боялся некоторые. Тот же полет дельтаплан, те же лыжи маленько боялся. Но это отлично, вот так вот. Путешествуйте по Казахстану, это хорошая вещь, лучше всего. Спасибо вам, парни.